Вымогательство, злоупотребление должностным положением и мошенничество. Это статьи, по которым прокуратура возбудила уголовное дело на некоторых должностных лиц ГУБДД, Госагентства антимонопольного регулирования и ОСО «Портал Групп» после того, как ГСБ провела расследование на городской штрафстоянке. В чем причина, смотрите в следующем репортаже. Это штрафстоянка, куда привозят машины, чьи владельцы нарушили правила парковки. В день сюда привозят от 40 до 70 автомобилей. Финансовая полиция не так давно выявила коррупционные схемы, которые проворачиваются на штрафстоянке. Каждый автомобилист, чье авто попало на штрафстоянку, обязан оплатить 2400 сомов. В эту сумму входят услуги эвакуатора, штраф за неправильную парковку и банковские услуги. Кроме этого, каждый час нахождения автомобиля на стоянке стоит 6 сомов. По словам директора ОСО «Портал Групп», которая также фигурирует в уголовном деле, какие-либо финансовые махинации на штрафстоянке невозможны, так как эвакуация автомобиля проходит совместно с ГУБДД, а все деньги, которые платят водители, фиксируются. Вот пишут еще, не должна превышать эвакуация 600 сом. За 600 сом тут выехал уже, солярка сколько это выходит. Нужно платить водителю заработную плату, налоги все платить, подоходные, социальные фонды отчисления все, налог с продаж. Вот у нас сейчас уже пошел, мы порог перешли, вот этот налоговый, по платежу на добавленную стоимость. Мы начали уже 4-й месяц уже начали налоги платить по НДС. В ходе расследования стало известно, что в прошлом году при проведении конкурса стоимость услуги незаконно была обозначена в размере 1 сома. Но потом между ГУБДД и ОСО был заключен договор на оказание услуги стоимостью уже в 1350 сомов. В ГУБДД, в свою очередь, утверждают, что их служба не совершала никаких противозаконных действий, а суммы, обозначенные в уголовном деле, не соответствуют действительности. Был утвержден тариф. Утвержден тариф максимальный уровень – это 1500 сомов. На основании утвержденного тарифа определенным уполномоченным органом нам было объявлено конкурс. Конкурс было там поставлено условия, как соответствующий транспорт средства для эвакуации транспортных средств. Первый конкурс объявлен в соответствии с законодательством о госзакупке. Однако первый конкурс не состоялся в связи с тем, что не было участника конкурса. Заявку никто не подавал при скрытии портала. Далее, потом был объявлен второй конкурс. И самый минимальный уровень, есть компания, которую подача была заявка, и 1350 сомов было подано. Компания, которая и определился выигрышем. В ГСБ рассказали о причинах, послуживших для возбуждения уголовного дела. Был проведен оперативный эксперимент. Оперативный эксперимент заключается в следующем, что вот в течение 6 дней, в связи с тем, что поступали многочисленные жалобы от населения и оперативная информация, начали проверять данную информацию. Оперативный эксперимент заключается в следующем, что вот в течение 6 дней мы фиксировали все машины, которые эвакуируются со стороны ОСО «Портал Групп» и со стороны ГУБДД. В течение 6 дней было эвакуировано 306 машин. Все это мы зафиксировали. После мы дали официальный запрос, чтобы на эти 306 машин дали соответствующие протокола административные, на что нам были предоставлены только на 106 автомобилей. По данному факту дело было передано в Генеральную прокуратуру, там изучили и возбудили уголовное дело по статье 304, это злоупотребление должностным положением, по статье 313 вымогательство и по статье 166 это мошенничество. Делом по статьям вымогательства, мошенничества и злоупотребления должностным положением будет заниматься Генпрокуратура, а наши корреспонденты будут следить за его ходом. Елена Ткаченко, Руслан Сабатаров, Общественный, Первый канал.